В Якутске благодаря установке пожарной сигнализации спасены от уничтожения огнем десятки многоквартирных домов. Пожарные извещатели смогли предотвратить не одну трагедию и сохранить жизни сотням якутян. Программа по оснащению деревянных домов датчиками дыма работает в Якутске уже второй год. Что сделано за это время и какие планы, расскажет Людмила Басыгысова. И мы все выбежали, успели только документы забрать, и ничего не надо. Вот как стояли, так и все выбежали. 74-летняя Светлана Петровна вспоминает, что чудом спаслась во время пожара. Возгорание в многоквартирном деревянном доме было в прошлом году. Сейчас в подъезде установили пожарную сигнализацию. Я очень благодарна мэру, потому что мне сказали, что это по его инициативе все это сделано. И на деньги города, по-моему, у нас даже деньги не собрали. Небольшие устройства позволяют уловить малейший дым и предупредить людей. В самый необходимый момент датчики срабатывают безотказно. Автоматическая противопожарная система выведена на пульт единой дежурно-диспетчерской службы. На сегодняшний день в многоквартирных домах Сайсарского округа установлены 77 пожарных оповещателей. До конца года в жилых помещениях будут введено еще 40 подобных датчиков. В следующем году у нас работы тоже будут продолжены. Администрацией города Якутска принято решение именно закрыть весь деревянный фонд в ближайшие годы, потому что пожары учащаются. Благодаря противопожарной сигнализации, установка которой началась в деревянном жилищном фонде Якутска в прошлом году, удалось предотвратить десятки возгораний. Там даже какой-то аварийной ситуации, там пожар или еда пригорела, сразу приходит к ним сигнал, и мы уже тоже знаем. Это очень удобно, это спасает сколько домов у нас. Даже курение в подъезде, мы страдаем, как управляющая компания, стены горят. До конца этого года в деревянном жилом фонде будут установлены системы автоматической пожарной сигнализации в 200 домах на общую сумму более 2 миллионов рублей. Людмила Басыгысова, Роберт Набиев, Вести, Якутск.